Ну вот ты с детства уже пела, нет? Да, я пела с 3 лет. Каждый праздник начинался с того, что папа говорил: «Кызым, эйдели валенки». Валенки, да валенки, ой, да не подшиты старенькие. И сәлеметсіз, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит финалистка конкурса «Кряшен Чебяре», солистка государственного фольклорного ансамбля «Кряшен Берменчик» Марина Карпова. Встречаем! Марина, привет! Здравствуйте. Марина, какое красивое платье, шикарно, просто выглядишь, как будто на праздник куда-то собралась. Сегодня Покров, и по этому случаю я пришла не с пустыми руками. Вот в чем дело. Кучтаняшляр, блин. Так, Это давай вот самый посмотрим. настоящий башкирский мед. Это варенье из ежевики и малины, собраны собственными руками. То есть все это и здесь тоже с пчелами летал, собирал? Конечно. Молодец. И это сама лично на терке натирала морковку. Салат. Слушай, ну Марина Бедзюрахмет. Марина Карпова, певица, солистка государственного ансамбля «Кряшен Берменчик», финалистка конкурса «Кряшен Чебяре». Родилась в городе Октябрьской Республики Башкортостан. С 5 лет занималась в ансамбле «Таусень». Окончила фольклорное отделение музыкальной школы. После окончания 9 класса поступила в Октябрьское музыкальное училище. Параллельно пошла в вечернюю школу и за год освоила программу 10 и 11 классов. После первого курса поступила в Санкт-Петербургский университет культуры и искусств, пройдя серьезный конкурс «10 человек на место». Как отличница учебы получала губернаторскую стипендию. После второго курса перевелась в Московский государственный университет имени Ипполитова Иванова. В 2008 году, будучи еще студенткой, Марина прошла прослушивание и была принята в хор имени Пятницкого, где проработала более 7 лет. После переезда в Казань поет в государственном ансамбле «Кряшен Берменчик», сотрудничает с филармоническим джаз-оркестром Республики Татарстан. В 2015 году в селе Зюри Мамадышского района Республики Татарстан в рамках республиканского фестиваля кряшенской культуры «Петрау» прошел финал конкурса «Кряшен Чебяре», на котором Марина Карпова заняла 2 место. Я думаю, праздник сегодня действительно удастся, если мы приготовим что-нибудь вкусненькое. Марина? Мы сегодня приготовим оладьи из кабачков и на десерт запеченные яблоки. Отлично. Сразу 2 блюда. Давайте приступим. Давай начнем с десерта. Вот яблоки. Яблоки из собственного сада. У тебя сегодня все полностью подготовка к блюду. Да. Все свое. Вот нужно делать вот такие вот отверстия. Вытаскивать оттуда семена. Так. Вот. И что потом будем делать? А затем мы туда добавим мед, орехи и масло. И запечем. И получится прекрасный десерт. Откуда вообще рецепт этого блюда? Яблоки запекали издавна. Просто для этого использовалась печь. И меня научила бабушка запекать эти яблоки. И именно к покрову, когда уже заканчивались все сельскохозяйственные работы. Как раз в середине октября. Да. Вообще к празднику подавалось все, что принес урожай этого года. Все, что есть в погребе, заготовки Да, все. яблоки были, кабачки были, делали из тыквы кашу, пекли блины. Праздник Покров среди православных христиан стоит в ряду наиболее великих и почитаемых праздников. Дата праздника неизменна из года в год и приходится на 14 октября. Праздник начал отмечаться после события, произошедшего в 910 году в Константинополе, когда во время осады города сарацинами верующим, молящимся в храме, явилась Дева Мария и провела своим покрывалом над головами присутствующих. Жители города были спасены, и с тех пор покров, покрывало Богородицы, считается символом спасения. Главная роль в традициях праздника принадлежит женщине, хозяйке дома. Матери в этот день просят здоровья своим детям, девушки – скорого замужества. Праздник Покрова издревле был временем свадеб, так как считается, что брак, заключенный на Покров, будет долгим и счастливым, потому что супругам покровительствует Богородица. К Покрову крестьяне старались завершить все сельскохозяйственные дела, убрать весь урожай, сделать заготовки на зиму. Приметам на Покров придавали большое значение.
Так, если деревья на 14 октября еще не сбросили листву, зима будет суровой. А если снег выпал до покрова, ждать зимы еще долго. Говорится, на покров до обеда осень, после обеда зима. А какие блюда еще умеешь готовить, Марина? Вот программа у нас кулинарная, поэтому признайся зрителям, какая ты хозяйка? Ну, в силу того, что я еще и мама, мне приходится готовить. Но я люблю блюда, которые готовятся очень быстро. То есть, Кашу. да, каши, супы. Вот эти вот торты на полдня, это не про меня. Марина, ну если готовить, ты вот любишь только быстрые блюда, но кушать ты что любишь? Вот чем Ну, тебя можно удивить? Когда я приезжаю домой к маме, она знает уже, что к моему приезду надо приготовить ишпишмак. То есть это то блюдо, которое я могу есть бесконечно много. С закрытыми глазами. Да, именно мамины. Бәлеш, ишпишмак. Слушай, ну вот раз мы заговорили о родителях, мама вот вообще, когда ты была маленькая, увидела уже в тебе талант певицы, нет? Ну, родители, на самом деле, я им безумно благодарна, потому что они поддерживали меня во всех начинаниях. Я родилась в абсолютно обычной семье, где мама повар в садике, папа Повар, водитель. заметьте. Да, мама Повар. повар. Папа водитель Икаруса. Мы жили абсолютно обычно. Ну слушай, ну в семье повара живут вообще хорошо, потому что еда была всегда у вас, это 100%. Да. Ну вот ты с детства уже пела, нет? Да, я пела с 3 лет. Каждый праздник начинался с того, что папа говорил: «Кызым, эйдели валенки». Спеть? Слушай, ну раз папа сказал, я повторю эти слова. Казан, ну для меня, в моем случае, конечно, Марина, давай про валенки. Валенки, да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Слушай, я прям на секунду замер даже. Вот это голос. Что кроме валенок, что еще исполнял? Какие песни? Есть любимые исполнители там с детства? С кого брала пример? Брала пример я на самом деле с бабушек, потому что Кряшеннерде, каждый праздник, он начинается и заканчивается песнями. Это настолько доброжелательный, добролюбивый, гостеприимный народ, что хочешь не хочешь, ты впитаешь эту культуру, все эти традиции. Марин, яблочки у нас готовы. Так, что дальше? Масло, мед и Так, орехи. сливочное масло, Да. грецкие орехи. Я предлагаю все-таки использовать мед, который ты принесла. Он свежий этого года. Так, открываем. Сначала что у нас будет? Сначала масло. Вот прям, Сколько? Вот небольшое такое количество мы берем. Опа. И туда вот в яблочко мы... То есть каждое яблоко по опускаем, кусочку да. масла. Да. Марин, продолжаем разговаривать о твоем творчестве. Получил ты образование первое, насколько я помню, в Санкт-Петербурге. Но Чья я это была идея и кто тебя туда отправил? начала, да, я учебу свою профессионально в Санкт-Петербурге. После 9 класса я поступила в училище музыкальное. Это где? В Октябрьском, В да. Октябрьском. Где я родилась, там и поступила. Там училась год. И через год я поняла, что мне хочется чего-то большего. Обычно, да, с Октябрьска едут как минимум в Казань или Казань. Уфу, а ты сразу в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, да. Я знала, что там есть университет культуры и искусств, есть народное отделение. А так как я с детства пела в фольклорном ансамбле, мне не приходилось выбирать. То есть я уже манеру пения выбрала для себя с детства. Это русский народный вокал. Таким образом, в 16 лет я поступила в Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Но я там не осталась, не задержалась. На 2-м курсе приехал хор Пятницкого на гастроли в Питер. Ого. Да, я попала на концерт. И, будучи на концерте, я поняла, что это именно то, куда я должна стремиться, где я должна работать. А подожди, тебя, в смысле, в хор Пятницкого сразу приняли или там Нет. конкурс какой-то есть? В общем, слушай, я же просто сидела в зрительном зале, и таких было 1000. После концерта я Давай. пробралась за кулисы, и на мое счастье стояла художественный руководитель Александра Андреевна Пермякова. Я набралась смелости и подошла к ней. Кстати, можно побольше орехов, не жалей. Вкуснее будет. Ага. Я подошла к ней и сказала, что я Марина Карпова из Башкирии. Вы меня узнали? Мне 17 лет, и я с детства мечтаю петь в вашем коллективе. На что она мне ответила, что таких желающих, как ты, у нас, ну, как минимум пол России. Вот. Но дала мне шанс. Я отправилась в Москву. Москву не знала. Приехала в 6 утра, гуляла по Красной площади, гуляла по Арбату. И в назначенное время я подошла к Московской государственной филармонии.
что находится на Тверской. Мгм. Очень долго шло прослушивание. Слушай, фильм можно снимать вот по твоему рассказу прям. Очень Режиссера долго. имейте в виду. Очень долго шло прослушивание, я и пела, и плясала, и читала стихи. На что мне сказали, все, классно, но тебе 17 лет, ты учишься на дневном отделении, ты как-нибудь реши с учебой. Ну, ты, Дальше уже если посмотрим. сокращенно говоря, ты с учебой все решила и благополучно Да. устроилась на работу. Ну, опять же, последним этапом был сольный запев. То есть я приехала, и мне говорят, завтра у нас концерт в концертном зале имени Чайковского. Мы тебе даем сольный запев, а если ты справишься с этим, то ты остаешься. Если нет, то до свидания. Марина, ну и, давай пожалуйста, представим. на пути на нашем не попадайся. Но, слава богу, в хор ее приняли, Да. она там успешно проработала более 7 лет. Ну вот давай вернемся. Представь, что сейчас вот этот вот просмотр, прослушивание. Что ты там исполняла? Мы послушаем, давай. Я пела помимо русских песен, еще и кряшинские песни. Вот Кряшинскую как раз к празднику Покров будет очень приятно послушать. Jiren şekeyi otlargan ikileşe Şığırlıp da işkenele dile begay Şığırlıp da işkenele dile begay Руслан, ну все готово, теперь это нужно поместить на противень. Слушай, я бы прямо в таком даже варианте это все скушал. Очень красиво смотрится. Марина, сколько мы готовим это блюдо в духовке? 30 минут при температуре 180 градусов. Записывайте, друзья, рецепт. Ну а мы сейчас уже отправляем наше блюдо в духовку. Дорогие телезрители, после небольшой паузы мы будем готовить оладьи из кабачков. Оставайтесь с нами. Предварительно разогрели духовку до 180 градусов. Из яблок вырезали сердцевину. В каждое яблоко добавили по пол чайных ложки сливочного масла, мед и половинки орехов. Выложили на противень, поставили в духовку и выпекали около 30 минут. При подаче украсили грецкими орехами и посыпали сахарной пудрой. Дорогие телезрители, это программа «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем сегодня готовить с очаровательной певицей Мариной Карповой. Марина, спасибо, что к нам пожаловала. Мы готовим два праздничных блюда. Первое – это запеченные яблоки, оно у нас уже в духовке. А прямо сейчас оладьи из свежих кабачков. Вот у нас свежие кабачки. удались. Что делаем? Мы Рассказывай. их чистим, Угу. натираем на терке. Ага, дальше. А дальше мы добавляем яйцо, муку, соль Угу. и жарим это все. Все очень просто, друзья. Так, нам понадобится терка. Так, все у нас готово, ты уже чистишь. Продолжаем мы разговаривать о творчестве Марины Карповой. Хор Пятницкого пригласили, начала работать. Вернее, сама пришла, сама добилась, начала работать. Вот что интересного, все-таки хор Пятницкого – это один из лучших в Хор- России, да, хор который Пятницкого. выступает по всему миру, представляет Это Россию. визитная карточка. Все Вот. правительственные концерты начинаются с хора имени Пятницкого. И я счастлива, что в моей жизни была такая потрясающая школа. Эта школа не только как для профессионала, но и как для человека. Потрясающий художественный руководитель, которая научила нас, девочек из провинции, всему. Дресс-коду, этикету. Благодаря хору Пятницкого я объездила почти весь мир, от Японии до Центральной Америки. Вряд ли у меня бы была бы такая возможность самой посетить все эти страны. Какая страна запомнилась? Что интересного было? Мне запомнилась Япония, мне запомнилась Северная Корея, Центральная Даже Северная Америка. Корея – это же закрытая страна. Да. Руслан, подай, пожалуйста, терку. Так, прошу. На тот момент правителем был Ким Чен Ир. Он очень любил русское народное творчество, и поэтому на протяжении 5 лет каждый год мы ездили туда. Вот. Страна очень интересная. Попадаешь как будто бы в Советский Союз. Попадаешь и потом, слава богу, уезжаешь. Как будто бы в Советский Союз, то есть там пионеры, коммунисты. Все очень строго. Но я слышал, что когда туда приезжаешь, даже телефон отбирают. Да, телефон у нас отобрали еще в Пекине, то есть у нас была пересадка в Пекине, сразу у нас собрали телефоны и получили мы уже на обратном пути. У меня был с собой фотоаппарат, Ага. я там благополучно фотографировала все, но когда я прилетела в Пекин, фотоаппарата не не было. оказалось, да. И в конце хочешь сказать, добро пожаловать в Северную Корею. А я сейчас буду готовить тесто. Так, мука. Сколько яиц нам понадобится? 2. 2 яйца, да? Кстати, вот кухня ведь корейская, да, и вообще китайская, ее же не все переносят. Чем питались-то?
Но в Северной Корее мы бывали достаточно длительные периоды, поэтому на этот случай у нас был свой повар. Повар был кореец, но он готовил именно русские блюда. Марин, я, кстати, зрителям расскажу один секрет, который я знаю. Дело в том, что буквально недавно к нам приезжала делегация из Японии, и Марина Карпова исполнила для них песню Катюша? «Катюша» на японском языке. Вот можешь сегодня нам исполнить? Все-таки это эксклюзив был. Ты готовилась, да? Или ты знала уже? Это все спасибо хору Пятницкого, так как, приехав в любую страну, мы готовили какой-то презент для местных жителей. И в ту страну, в которую мы приезжали, мы учили либо куплет песни, которую они знают, либо целую песню на их языке. И побывав в Японии, мы знали, что они очень любят Катюшу. И куплет мы выучили. Для татар, живущих в Японии, песня «Катюша» на японском языке. Ринго но хано хокороби, кава мо ни касу митати, кими на кисато ни мо харуаши нови йориню. Так, Марина, у тебя все готово. Да. Что делаем дальше с кабачками? Нужно сюда добавить соль. И благодаря соли кабачок отдаст всю лишнюю влагу. А, вот для чего у Да. нас сито, да? Так, по соли давай регламентируй Вот сама так, сколько? да. Достаточно, да? Так. Все берем, так вот перемешиваем. Что мне надо еще сделать? Сюда Что могу нужно помочь? добавить сыра. То есть к нашему тесту немножко сыра через терочку, да? Да, Крупную, мелкую? крупную. Марин, ну сейчас ты работаешь уже на родине, в другом ансамбле. Расскажи, пожалуйста, вот про фольклорный ансамбль «Кряшен». Бермянчик. Но так как я киряшин, приехав в Татарстан, мне не пришлось выбирать. Я отправилась в государственный фольклорный ансамбль «Кряшин», где, собственно говоря, сейчас я и работаю. Я благодарна этому коллективу, потому что я начала изучать свою культуру, свои традиции. Начала собирать песни бабушек. Ансамбль «Берменчик» выступает на многих концертных площадках Республики Татарстан, уже выходит за пределы республики, то есть узнают, приглашают, коллектив растет. Ну и, кстати, на празднике, который сейчас идет, на Пакрау Бейраме, тоже выступаете. Да? Так что, друзья, следите за ансамблем «Бермянчик». А у нас продолжается процесс приготовления оладушек. Мы отжали всю воду. Так, тесто вот у нас Да. здесь вместе, которое перемешано с сыром, добавляем туда, Да. И размешиваем. размешиваем, и потом будем формировать уже оладушки. Марин, ну сейчас я перемешаю начинку, для того, чтобы потом уже формировать оладушки. Ну и традиционно, чтобы блюдо было вкусно, надо заправить его красивой песней. Какую вот хочешь исполнить? Прошу. И говорила ржаное жито в чистом поле стоя. Не хочу я жита, да в поле стоять, да колосом махать. Руслан, наливай масло. Так, растительное Да, масло. ты сейчас у нас будешь ответственный за оладьи. И теперь на разогретые сковородки мы выкладываем оладьи. Это очень ответственный момент, давай я подержу. Прям ложкой. Они разогреты точно. Все разогрето. Так. Как красиво получается. Марина, ну и пока у нас еще время есть, расскажи, пожалуйста, как ты стала преподавателем? Приехав сюда, я поняла, что здесь не очень развито русское народное творчество, и поэтому я... Взяла все в свои руки. Нет, ну я рискнула набрать в колледже музыкальном Казанском курс, первый курс русского народного вокала. Вот в этом году поступило 5 девочек. И главная моя задача, чтобы по окончанию этого училища хотя бы одна девочка попала как минимум в хор имени Пятницкого. Ну что ж, сейчас мы обжариваем наши оладушки с двух сторон и начнем пробовать и десерт, и основное блюдо. Кабачки очистили и натерли на крупной терке. Немного посолили и откинули на сито, чтобы отжать лишнюю жидкость. Сыр натерли на крупной терке. В миске смешали яйца, муку, добавили сыр и кабачки. Посолили, поперчили и все перемешали.
выложили порционно на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарили на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. Подали с соусом из сметаны с зеленью и чесноком. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Марина, какой праздничный красивый стол у нас получился, и прямо сейчас, не откладывая ничего, предлагаю пробовать. Яблоки мы украсили грецкими орехами и пудрой, сахарной пудрой. Пока ты жарил кабачки, я приготовила соус из сметаны и зелени. Можно добавлять сюда чеснок, можно вместо сметаны брать натуральный йогурт. Добавляйте, что хотите, друзья, но пробовать пора. Итак, бисмилля рахман рахим, посмотрим, что же у нас получилось. Очень вкусные, сочные оладушки получились. И самое главное, ты, наверное, знал, что я очень люблю кабачки. Спасибо, Марина. Основное блюдо удалось. Сейчас пробуем наш десертик. Такое нежное фруктовое пюре получилось. Как тебе? Очень вкусно. В сочетании еще с медом и грецкими орехами. Марина, на этом наша программа подошла к концу. Мы еще раз всех поздравляем с праздником Покрауберем и Белен. Радости, любви и счастья. Готовьте всегда вот такие вкусные, красивые блюда на любой праздник. Ollayda birge birge, bollayda birge birge. Ollayda birge birge, bollayda birge birge. Anna şulay birge birge, jirse gide ömürge. Anna şulay birge birge, jirse gide ömürge. Очаровательная Марина Карпова сегодня готовила и пела исключительно для вас. Еще раз всех с праздником. Смотрите нас каждый день в 11:30 на нашем любимом канале ТНВ. Спасибо.